Музей. Место, где время не имеет значения. Глядя на артефакты, мы переживаем самые яркие и захватывающие моменты истории. Программа «Секреты музея» на телеканале Казах ТВ. Ни один человек в мире не скажет о том, что ему не нравятся старые фотографии. Пожелтевшие снимки могут надолго приковать к себе внимание. Но больше всего нам нравится рассматривать черты лиц наших предков. Отличаются ли от нас наши праотцы? Или мы на них похожи? Вот только переодеть и прическу поменять. Что нового нам могут рассказать старые фотографии? Некоторые могли бы поведать интересные истории. События, с которыми связаны отдельные снимки, настолько увлекательны, что могли бы лечь в основу художественных фильмов. Вот, например, снимок, сделанный в 1858 году в Семипалатинске, на котором запечатлены два близких друга – ученый-путешественник Чокан Валиханов и писатель Федор Достоевский. Исследователи полагают, что эта фотография сделана как будто невзначай, поскольку друзья на ней не позируют. Видно, что Чокан Валиханов хотел переложить кинжал в другую руку, а Достоевский будто бы о чем-то говорил, но его разговор был прерван. Этот снимок настолько понравился нашим современникам, что по нему была сделана скульптурная композиция, установленная спустя десятилетия в городе Семипалатинске. Вряд ли эта фотография была сделана за пределами фотосалона. Ведь в середине XIX века для того, чтобы запечатлеть свой образ, люди специально приходили к фотографам. По этому случаю выбирали день, нарядно одевались и чинно усаживались в кресло, принимая соответствующее выражение лица. Трудно сказать, почему Валиханов с Достоевским вышли на фотографии такими естественными. Может быть, это заслуга фотографа? Внимание! Ведь в ту эпоху заниматься фотографией могли только истинные художники. А само ремесло относилось к разряду научной деятельности. Как мало мы знаем о тех, кто в XIX веке занимался в Казахстане фотографией. Кому были интересны люди, стоящие за каким-то деревянным ящиком, укрытые черной тканью? Их имена забыты историей. Но о некоторых мы все же можем узнать из старых архивов. Известно имя фотографа, сделавшего легендарный снимок Валиханова и Достоевского – Абрам Лейбин. Он стал родоначальником целой династии фотографов, живших и работавших в Казахстане. В Музее истории города Алматы хранится его фотокамера. В середине 19 столетия Абрам Лейбин приехал в Семипалатинск из Томской губернии. Этот факт сыграл огромную роль для культуры Казахстана. Ведь именно этот человек впоследствии сфотографирует всех выдающихся личностей нашей страны. Абай Кунанбаев, Чокан Валиханов, Джамбул Джабаев в молодости и ярчайшие представители казахской интеллигенции начала XX века. Мировые открытия в области фиксации изображения были сделаны к середине XIX века. Можно сказать, что в Казахстане начали печатать изображения одновременно с прогрессивными странами.
Это был трудоемкий и сложный процесс. Особые знания требовались в области химии, где необходимы были тщательные приготовления пластин, реактивов и растворов. Перед тем, как сделать снимок, стеклянную пластинку обмазывали жидким коллодием, раствором пероксилина в смеси спирта с эфиром и солями йода. Когда коллодий застывал, пластину опускали в раствор серебра. Образованный слой становился светочувствительным, потом негатив проявляли и закрепляли в химических составах. Французский изобретатель Жозеф Ньепс усовершенствовал камеру обскуру и в 1826 году получил первое зафиксированное изображение. Вид из окна в Легра. Другой француз Луи Даггер усовершенствовал технологию и разработал метод даггеротипии. К 1840 году мир увидел снимки хорошего качества. Это вид из окна Луи Даггера. Это самое первое селфи некоего Роберта Корнелиуса, изготовителя ламп. Вот первая фотография Луны при помощи телескопа. 1840 год и первая в истории фотография из зоны военных действий. Фотокамеры в ту эпоху весили 50 килограммов и имели пластины огромного размера. Английский ученый Джон Гершель уменьшил вес камеры в 10 раз, благодаря чему к середине 19 века в мире начался фотобум. Казахстан не оставался в стороне. У нас появлялись и портреты, и пейзажи, и даже фоторепортажи. В салонах фотографов всегда было оживленно. На незатейливом фоне на стулья усаживались представители всех сословий и народностей. Мужчины в костюмах или дорогих чапанах, женщины в богатых шелковых платьях, казахские ханы и русские купцы, старики и дети. Все эти люди стали частью нашей истории, запечатленной на старых негативах. На некоторых снимках, сделанных случайно, также удавалось запечатлеть выдающихся казахов. Однажды научно-исследовательская экспедиция фотографировала подножье хребта Чингис. Фотограф заметил мужчину с беркутом и не мог не запечатлеть такого колоритного человека. Только десятилетия спустя ученые выяснили, что это фотография казахского поэта и писателя Шакарима Кудайбердиева. А вот редкие фотографии города Верного, ныне Алматы, сделанные Павлом Лейбиным, сыном Абрама Лейбина. Его городские пейзажи до сих пор восхищают и вызывают ностальгию. Старые улицы, усадьбы, сады. По этим редким снимкам мы сегодня можем иметь представление о том, каким был Алматы до разрушительных землетрясений 1887 года. Шли годы. Наступил 20 век. Искусство фотографии развивалось. Появилось много мастеров, которые ездили по дальним аулам для того, чтобы фотографировать местных жителей. Это занятие приносило больше прибыли, чем любое другое ремесло, хотя расходы на сопутствующие материалы также были немалыми, да и сама профессия не из легких. Тогда мир еще не изобрел портативных аппаратов, которые можно было положить в дорожную сумку. Фотографу приходилось отправляться в далекое путешествие с громоздкой камерой, тяжелой брезентовой палаткой, которая служила лабораторией для изготовления фотопластинок. Все это укладывалось в ящики и переправлялось на вьючных животных. Кроме того, с собой необходимо было брать продовольствие и другие нужные в походе вещи. Ящики в походе не спасали стекла от трещин, поэтому с поклажей приходилось долго возиться.
Но самое главное, надо было беречь проявленные пластины, чтобы доставить их в целости и сохранности до ближайшего города. Тряска или неаккуратность могли уничтожить весь многодневный труд. Никому не известно, как со всем этим грузом можно было пробираться по камням и переходить бурные горные реки. Землемер Юрий Попов сразу понял, что фотография может сулить неплохие барыши, если подойти к этому делу серьезно. К началу 20 века он имел некоторые сбережения, которые позволяли ему приобрести фотокамеру и все необходимое оборудование. Прожив рядом с казахами всю жизнь, прекрасно владея казахским языком и зная все местные обычаи, он отправился в путешествие по аулам для того, чтобы фотографировать знатных и богатых людей. Его снимки пользовались большим успехом. Каждый бай или купец готов был заплатить немалые деньги за фотографию своей семьи. Но как-то в одном ауле с Поповым произошел курьезный случай, который был описан им в дорожных заметках. Местный хан стал просить Попова, чтобы тот научил его сына искусству фотографии. Он рассказал о том, как сильно увлечен юноша таинством копирования изображения. Юрий Попов и рад бы был научить маленького хана своему делу, но вот только фотографические пластины у него закончились, а ехать за ними в город путь не близкий. Стал Попов объяснять хану, что не может он дать уроки, поскольку для его камеры не хватает... Попов запнулся и стал размахивать руками, чтобы найти в казахском языке аналог слова «пластина». «Для камеры не хватает внутренностей», — сказал он и показал на свой живот. На лице хана появилась едва заметная ухмылка. Фотограф только потом понял, что она означала. Тогда хан заговорил с ним на русском языке. «Не ломай свой язык, уважаемый. Объясни по-научному, пластины нет или реактивов?» Фотограф обомлел. «Мы хоть и живем далеко от центра, но люди-то образованные», — продолжал хан. «Не переживай, будет утром тебе все, что нужно». «Интересно, где он достанет к утру пластины?» — подумал Попов. «За ночь привезти при всем желании не успеют. Разве что на аэроплане». Но утро вечера мудренее. На рассвете перед Поповым уже стоял ящик, в котором находилось все, что нужно для фотографии – пластины и химические реактивы. Не дожидаясь вопросов фотографа, хан объяснил, что все содержимое ящика он купил уже давно, ждал только подходящего учителя. Снимки-то у сына получались, только нечеткими. «Может быть, с экспозицией надо поработать», — добавил хан, похлопав по плечу ошарашенного фотографа. Получить четкое изображение в ту эпоху было непросто. Небо становилось однотонным и светлым, зелень казалась темным пятном. Жара, морозы, пыль в воздухе, даже ветер очень мешали фотографированию. Можно только представить себе, какие трудности приходилось терпеть фотографам, чтобы справляться со своей работой. А ведь уже наступала эра аэрофотосъемок. Наши мастера не отставали и здесь. Первые снимки Казахстана с высоты птичьего полета были сделаны также Лейбиным, но уже внуком знаменитого фотографа. Он поднимался в небо на первом в истории края самолете. До сих пор невозможно представить, как можно было производить съемку с аэроплана, держа в руках тяжелый ящик.
А вот этот старый фотоаппарат, что находится в музее МВД Казахстана, может поведать не менее увлекательную историю, но уже с криминальным оттенком. В 20-е годы 20 века в туркестанский уголовный розыск поступил на службу молодой сотрудник Беркутов. Опыта работы у него не было, зато была допотопная фотокамера, с которой он никогда не расставался. Беркутов рассказывал, что некогда обучился этому делу у одного немецкого старика, а потом тот и вовсе завещал ему свою камеру, чтобы парень применил ее с пользой для дела. Сначала Беркутов делал портреты сотрудников милиции, а потом стал брать камеру на задание. Если происходило убийство или ограбление, то он старался фотографировать место преступления, отчего его сослуживцы над ним только насмехались. В то смутное время в стране все еще было неспокойно. Приходилось бороться с иностранными наркоторговцами, да и среди своего населения криминальных элементов хватало. Уголовка тогда работала просто. Поймали преступника по горячим следам – хорошо. Нет – дело закрывали. Не хватало ни времени, ни кадров, чтобы доводить все расследования до конца. Но Беркутов старался работать по правилам – собирать улики, фотографировать объекты. Хотя со снимками у него ничего не выходило. Они были нечеткими, да и мелких предметов не показывали. Проще было все зарисовать и задокументировать в письменном виде. Но однажды снимок, случайно сделанный этой камерой, все же сослужил доброе дело. Хотя сделан был не самим Беркутовым, а местным мальчишкой, который все время крутился рядом с фотографом. Сын батрака проявлял такое любопытство к фотосъемке, что не отставал от милиционера ни на шаг. Он украдкой пытался потрогать камеру, за что получал от Беркутова тумаки. Но однажды милиционер все же решил научить мальчика фотографировать. Они выбрали площадку, откуда в кадр попадала боковая стена исполкома, и приготовились снимать. Беркутов ненадолго отвлекся, ему надо было вернуться в штаб по какому-то срочному делу. И тут мальчик решил, что сделает снимок самостоятельно. Прибежали соседские мальчишки и стали позировать маленькому фотографу. По окончании работы мальчик взял камеру и пошел искать своего наставника. В этот же день в Туркестане произошло громкое убийство. Прямо у себя в кабинете был убит глава местного исполкома. Целью бандитов было не само убийство, а захват сейфа с деньгами и документами. Преступники стали перебрасывать железный ящик через забор исполкома как раз в то самое время, когда подопечный Беркутова делал свой первый в жизни снимок. Бандиты не обратили внимания на мальчиков и, скорее всего, даже не поняли, чем они занимаются. Когда снимок был проявлен, на нем можно было разглядеть достаточно деталей, чтобы опознать преступников. Вскоре они были схвачены, а над Беркутовым и его фотокамерой уже никто не подшучивал. Мальчик стал местным героем, а камера – достопримечательностью и чуть позже экспонатом музея. Старые фотографии по сей день притягивают к себе неведомой силой. Мы пытаемся разглядеть лица ушедшей эпохи, уловить что-то знакомое в их чертах.
Первые фотографы были настоящими профессионалами своего дела, а их творение — большим искусством.